Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на неделю со 2 по 8 марта 2020 года для Дев. Рассмотрим прогноз на колоде Таро импрессионистов. Коробочку уберем. Основные события недели. Посмотрим, что ждет Дев на этой неделе. Самого важного, самого главного. Выпадает семерка жезлов. 3 карты на отношения достанем. Три карты на работу. Две карты на финансы. И карта совета. Так. Основная карта семерка жезлов. И она говорит о том, что нужно будет заняться какими-то важными делами. Важными делами, которые позволят вам продвинуться, скорее всего, в карьере прежде всего. Эта карта говорит о том, что у вас остались какие-то нерешенные вопросы, какие-то задачи, которые вот вам предстоит решить на этой неделе. Семерка жезлов. Семерка жезлов, она у нас связана со львом. Это Марс во льве. То есть лев – это человек, лев – характеристика человека яркого, человека, который не боится показать себя, который не боится отстаивать свои убеждения, интересы, который вот сияет как солнце. Он оптимист, он человек, который как бы добивается своего, реализует свои желания, и этот человек счастлив тем, что он делает. И кроме того, к этому добавляется Марс. Планета воинственная, планета обновления, планета новых каких-то планов, целей, желаний и так далее. Да, вот это нужно все обязательно совместить девам на этой неделе. То есть мало быть ярким, мало быть оптимистичным, надо еще и обновить жизнь. И если, допустим, вам даже неизвестно пока, как это делать, то все равно нужно начинать. И начинать быстро. То есть откладывать здесь нельзя ни в коем случае. Для вас это вопрос вот будущей стабильности, вопрос будущих побед. Поэтому вот нужно действовать очень быстро и незамедлительно. Семерка, она всегда связана с партнерством, да, то есть нужно посмотреть вокруг себя, вот как мы общаемся, насколько правильно мы строим свое общение с теми людьми, с какими работаем, с кем мы живем рядом. В общем, здесь вот очень важно, чтобы наш вклад в отношения и вклад нашего партнера был равнозначен. Можно даже немножко больше вкладываться, да, вот это будет как пример партнеру, и он захочет за нами повторить. То есть это тоже важный вопрос. Но в любом случае по семерке жезлов мы всегда стараемся что-то доказать, с чем-то справиться. Может даже просто какая-то ситуация критическая возникнет на этой неделе. Карта говорит о том, что нужно стараться, нельзя оставлять ничего на потом, да, сразу нужно все решать, действовать быстро и привлекать к этому людей, которые могут нам в этом помочь. Так, для тех, кто в поиске партнера, здесь девятка пентаклей выпадает. Карта говорит о том, что есть, в принципе, возможность встретить человека, но такое ощущение, что вам это как-то не особо интересно. Такое ощущение, что вы удовлетворены тем, что есть. У вас много друзей, скорее всего, или много возможностей для того, чтобы там отдохнуть, поехать куда-то, и вы как-то вот стараетесь больше в одиночестве быть, вот вам пока что хорошо самим собой. Но вот рядом у нас колесо фортуны, оно связано с Юпитером, да, Юпитер это как раз вот в астрологии муж.
Да, то есть рядом с вами может оказаться человек, который вам идеально подходит, а вы вот в таком настроении, то есть вы не настроены на отношения. Вот эта неделя говорит о том, что вам нужно обратить внимание на свой настрой. А также карта связана ну, с денежками, с карьерой, с таким вот, знаете, удовлетворением от жизни. То есть вот этот акцент, если убрать, да, вот все-таки нужно подумать о том, что отношения все-таки для вас тоже важны, и хорошие могут быть перспективы на этой неделе. Не забывайте об этом. То есть нужно отодвинуть пока что на задний план вот честолюбивые все свои желания, мечты и посмотреть все-таки на вашего потенциального партнера. Да? Кто-то тут рядом с вами уже есть. Кроме того, смотрите, у нас здесь колесо 8 спиц. Да? Это вот у нас как раз колесо года. То есть какое-то время пришло вам здесь. Не пропустите его. Для тех, кто в паре. Вот то самое колесо фортуны, да, выпадает. Карта замечательная, которая говорит о том, что будет в отношениях просто все очень хорошо, будет вести, будет все решаться. Карта связана и с поездками, с передвижениями, если вам это нужно, тоже все удачно. Карта связана с тем, чтобы решать вопросы, связанные с отношениями, с семьей, с деньгами. Даже для кого-то будут решаться вопросы переезда, может быть, даже в другой город, в другую страну. Может решаться вопрос поддержки, может быть, допустим, родители, да, будут помогать вам решить какой-то вопрос вот именно в вашей паре. Это может быть и денежный вопрос, это может быть вопрос взаимоотношений, потому что здесь вот все-таки у нас мечи рядом, да, может быть, конечно, какая-то там ссора, да, критическая ситуация, и потребуется вмешательство людей близких, родителей, людей влиятельных, или, может быть, это специалисты какие-то для того, чтобы наладить вопрос. Но в любом случае здесь вот вмешивается судьба. Это колесо удачи, то есть все обязательно должно повернуться вам на пользу. Но обязательно нужно участвовать в этом во всем, да, то есть нужно крутиться, нужно что-то делать обязательно. Ну и также карта говорит о том, что нужно обязательно сохранять, ну, скажем так, достоинство, да, чтобы не распыляться, чтобы не делать каких-то лишних ненужных движений, нужно вот именно думать о том, чтобы мы вот выглядели достойно, чтобы мы действовали достойно. И тогда все будет получаться. Для тех, кто в ссоре, девятка мечей. Карта говорит о том, что, скорее всего, много надуманных каких-то проблем и страхов. Конечно же, есть здесь и доля истины, да, то есть действительно есть проблема. Но так как это девятка, это, во-первых, ситуация, подходящая к завершению. И также здесь у нас есть агрессия, да, в этой карте. Если, допустим, вы сами проявляете агрессию, то вам просто нужно как бы это осознать и встать на сторону партнера. Тогда возможность есть договориться. Если же ваш партнер проявляет агрессию, то просто на какое-то время нужно, ну, как бы от него отгородиться, да, чтобы он остыл и понял, что нужно с вами общаться с уважением. И тогда тоже есть возможность решить эту ситуацию. Для работы. Те, кто в поиске работы, тройка чаш. Замечательная карта, которая говорит о том, что есть возможность получить то, что вы так давно мечтали. Скорее всего, кто-то из ближайшего окружения вам в этом поможет, и вы даже, может быть, даже будете отмечать это событие вместе. Это карта, кстати, семейная, да, может быть, это и семья, а может быть и близкие люди, друзья. Карта также говорит о том, что может быть успех вот в том, чтобы получить работу, будет в том, что вы будете много общаться, много рассылать резюме, будет много коммуникаций у вас. Также эта работа может быть связана и с
надомной, да, то есть, может быть, вы прямо на дому можете работать, либо рядом с домом, либо рядом с домом своих близких. В общем, здесь очень комфортно вам и приятно. А для тех, кто работает, выпадает карта жрица, старший аркан, и она связана у нас тоже с домом, да. Ну, с одной стороны, это, конечно, карта у нас творческая и карта, связанная с голосом, когда мы можем влиять голосом, ораторскими какими-то характеристиками, да, то есть мы действительно вот слово сказали и нас слушают. И это важно, чтобы мы говорили правильные слова, потому что когда один человек влияет на большое количество людей, допустим, на коллектив, у него увеличивается ответственность. То есть, если, допустим, то, что мы говорим, хорошо сказывается на людях, то нам это возвращается благом, да, большим благом. Если же то, что мы говорим и то, что мы делаем, влияет негативно, то опять же к нам это возвращается негативом. То есть на скольких людей мы повлияли, стольким же нам и возвращается, хорошим или плохим. Поэтому на слова нужно обращать внимание, нужно взвешивать вот эти все вопросы добра и зла, держать в голове, да. Кроме того, карта говорит о том, что, может быть, для кого-то будет решением вопрос работать удаленно, работать на дому, либо, может быть, поехать туда, где, может быть, это будет даже время отпуска, да, может быть, это будет время каких-то выходных, когда вы можете поехать туда, где вы родились или где ваши родители живут, мама. Может быть, это даже неделя не полностью рабочая, да, а частично рабочая, а может быть, полностью даже вы посвятите ее своему дому, своим родителям. Для тех, у кого свое дело, 7 мечей. Рядом у нас карта жрицы. И здесь у нас, конечно же, будут вопросы чести, совести, добра и зла. Все вот это будет подниматься. То есть нужно обязательно на этой неделе давать себе отчет. Вот то, что мы делаем, те услуги, какие мы оказываем, то, как мы это делаем, оно не противоречит вот этому внутреннему закону, не противоречит там совести, чести и так далее. Либо, может быть, здесь есть какой-то вред, да, или, может быть, мы хотим как можно больше там заработать и не обращаем внимания на какие-то вопросы важные. Но дело в том, что если вот мы поступаем как-то не по совести, то обязательно нам это вернется. То есть особенно на этой неделе здесь включен закон причины и следствия, да, то есть закон кармы. Все, что мы сделаем хорошо, нам вернется, все, что мы сделаем плохо, опять же, нам вернется. И вот эта карта говорит о том, что могут быть какие-то ситуации, может быть, если, допустим, вы все делаете правильно, то могут появиться люди, которые захотят воспользоваться вашими какими-то плодами труда, наработками, да, в общем, что-то захотят у вас стянуть, стащить. Нужно за этим вопросом хорошенечко следить. Лишнего не нужно говорить, не нужно распространяться о том, как вы делаете, что вы делаете, да, то есть вот та информация, которая помогает вам зарабатывать, она должна быть все-таки закрыта. Что еще по этой карте? 7 мечей, 7 мечей. Так, ну здесь у нас партнерская, да, тоже партнерская карта, она связана со взаимоотношениями. То есть будьте осторожны во взаимоотношениях как сами, так и не допускайте вмешательства вот какого-то лишнего. И вклад, конечно, вкладывайтесь в отношения настолько, насколько хотели бы, чтобы вот у вас, ну, вот насколько вы хотели, чтобы ваши партнеры вкладывались. И если есть какие-то скрытые вопросы, и вот вы считаете, что их лучше все-таки раскрыть, то это нужно сделать. Если же в интересах ваших, в интересах дела нужно что-то скрывать, значит, все-таки лучше скрыть. Вот это у нас карта, она связана с Луной. Луна в весах, да, вот, и Луна — это всегда у нас планета, которая
как бы подвижно очень себя ведет. Она может быть как бы яркой, полной, да, она может там частично быть спрятанной. То есть вот нам тоже нужно по ситуации действовать. Мы должны смотреть, вот что нам выгодно сейчас рассказать или скрыть что-то, да, какой-то вопрос. Посмотрим, что ждет в денежках дев на этой неделе. Здесь у нас выпадают, для тех, кто работает, выпадает карта «Смерть», 13-й аркан. Карта говорит о том, что, скорее всего, будут какие-то перемены в вашей оплате, финансах, да, либо, может быть, вот по этой карте, допустим, если вы вдруг решите поменять работу, да, то вот это отразится на финансах. Это раз. Во-вторых, может быть, будет там что-то происходить на вашем предприятии, да, что нужно будет, допустим, как бы обнулить те договоры, которые были раньше, да, и заключить новые. Может быть, здесь будет какое-то повышение по службе, и у вас здесь повышается оклад. То есть любые какие-то трансформации, которые происходят вот именно в плане денег у вас здесь. Ну и, конечно же, нужно думать о том, что если были задержки оплаты, то обязательно вот на этой неделе вы получите. То есть здесь вот как раз было, допустим, какое-то стесненное состояние, да, обстоятельства сдерживали вот именно ваши денежки, получение ваших денег, то на этой неделе вы как раз все это получите. Для тех, у кого свое дело, выпадает паш жезлов, это карта огня. И знаете, когда мы стараемся ну, как-то показать себя, доказать себе, что мы можем, да, то есть вот здесь вот можем пробовать себя в разных сферах, открывать разные источники дохода, в общем, пробовать, допустим, какую-то услугу или какое-то дело, какой-то проект, начинаем, смотрим, какой результат приносит, да, может, получились, ну, как бы пришли денежки, хорошо, нет, следующий берем. И вот так вот может быть очень много проб на этой неделе, мелких каких-то дел, каких-то начинаний, когда мы вот именно нащупываем таким образом свой источник дохода. Это может быть основной, это может быть дополнительный, да, может быть мы хотим, чтобы у нас было просто несколько источников дохода. Но в любом случае мы здесь как-то пытаемся обновить эту сферу, пытаемся добавить сюда возможностей, денежек и так далее. Карта говорит о том, что побегать нам придется для того, чтобы заработать. И также это карта помощи. То есть, когда мы действительно кому-то помогаем, кому-то полезны, тогда и деньги приходят. И также мы можем нанять себе помощника для того, чтобы больше зарабатывать. Совет для девы. Выпадает карта маг старшего аркана. Карта говорит о том, что если на этой неделе вам хочется что-то начать, есть какой-то проект, есть какая-то мысль интересная, нужно начинать. Ни в коем случае не нужно тормозить вот это желание. Также карта – это обновление. Она говорит о том, что, может быть, действительно с чем-то нужно распрощаться и начать что-то заново. Это может касаться и зарабатывания денег, и отношений, да, и образа мысли, и, в общем, все что угодно. Любые перемены, любые начинания, они очень важны. Также карта говорит о том, чтобы мы ни в коем случае не рассчитывали на кого-то в этих переменах, чтобы мы рассчитывали только на себя, брали на себя всю ответственность, учились тому, что вот нам необходимо, чего нам не достает. Карта вот эта очень мощная. У нас действительно на этой неделе будет очень много сил для того, чтобы вот сдвинуть с места какие-то важные вопросы, проекты, что-то новое начать. И нужно этим воспользоваться. Если это не сделать, энергия уйдет, и уже вот в следующий раз, допустим, уже, может быть, не будет такой возможности. Поэтому нужно воспользоваться. Друзья, желаю прекрасной недели. Желаю, чтобы только самое лучшее для вас сбывалось. Всего вам доброго. До новых встреч.